Доброе утро, друзья. Конец сентября. Погода, что ни на есть, осенняя, пасмурная. По прогнозу, ребят, там что-то через день дожди. Сегодня тоже обещается. Сегодня, ребята, за ягодами. За клюквой. Многие спрашивают: Андрюха, а что, как грибы показываешь, а что, как по ягодам? Честно скажу, ребят, не любитель собирать. Но за клюквой на болото съездить нужно. Нам в семье нужно всего лишь там литров 10. Там немного маме, немного себе. Такая ягода, что варенье не делаешь, просто замораживаем и на зиму варим морс. Шикарная вещь, особенно когда приболел, там что-то еще после баньки. Ну, великолепно, в общем. Клюква такая, ребята, она северная ягода, что и морожка. В данный момент направляюсь в деревню и сегодня не один, еду к Лехе. Спрашивают, как Леха живет. Да все нормально, жив-здоров. И как бы поедем вместе с Лехой. Немножко пособираем клюквы. Клюквы в этом году очень много. Я не ездил. Леха вот как раз собирает на продажу, сдает, продает. Ну, что ему делать? Понятное дело. Соответственно, я говорю, давай, Леха, я говорю, не приеду у тебя, не куплю. Ну, хотя это возможно, приехать к Лехе, там, навестить его, там, привезти продуктов. И взамен взять там 5 литров клюквы. Я нет, говорю, давай с тобой вместе съездим, пособираем. Проведем время. Пообщаемся. Ну, короче, как-то так. 8 утра, 9 до деревни долетаю. И как раз в часов 9 у нас с Лехой договоренность. Леха в корыто и потихоньку поползем. Всю ночь дождь был. Не знаю, как дорога. По-любому лужи, грязь. Ну, как-нибудь проползем, надеюсь. Вот. И как-то нехорошо, но такая информация, что у нас заблудился местный житель. Как раз в том районе 3 или 4 уже экипажа, ну, я имею в виду добровольцы, ведут поиски. Не знаю, что случилось, как. В общем, машина стоит, а человека нет. Вот такие дела, ребята. Частенько такое бывает. Кто-то плутает, кто-то что-то еще. По здоровью самое главное. В общем, ладно, не будем о плохом, ребята. Путь дорогу. Погнали. Ну что, конь мой вороной. Дорогу, кстати, ребят, немножко подлатали. Были, короче, кочки, стали ямы. Ну, вот как-то вот так. Ну что, с Богом. Рыжий, здорово. Последний раз я ходил, только ноги мне замерзли. Ноги замерзли? Да. Да, правильно, что на болоте там сидеть. Все, ребятки, добрался. Леха ждет. Рыжий ждет. Рыжий нету ничего. Да. Есть там оладушки. Лариса Юрьевна по дорожку сделала. Ну что, сейчас
Собираемся и поедем. Да, Рыжий? Амур? Амурова с собой возьмем. Амур. 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 Тоже в лес пойдешь? Погнали с нами. Потихоньку поедем. Амур. Давай, давай, давай. Бегай. Вот пища, ребята, деревенская, старая. У Лехи тут путики такие через кладбище. По ночам тут лазят. А что мертвых боятся? Живых надо бояться. Грунтик, блядь, находит. Он видит, что, блядь, грунтик. Ага. Грунт приходит, блядь, крупный грунт находит и нахуй грызет его нахуй. Ну да, тут такие места-то груздевые. Он грызет это. Собака грызет нахуй. А, да? Уже куски собирали ебаные. А вот ты, блядь, ты уже... Что, медведица ходит тут до сих пор? А? Медведица ходит до сих пор? Ходит, да? Ходит, пугает. Если добавно не ебаный. Вот, да. Сильно нахуй. Ищи глухаря, Ты давай. Амур. Ну, пора, блядь, я окуней пожарил, блядь, сварил, блядь. Рыбоед такой. Я зонтики еще взял, зонтики, махорку взял. А ладушку, Лех. Юрий, наверное, текла. А что не взял? Вдвоем взял. Что это? Что ты, летом удастся? Бублик дал. Что ты там, ну, у тебя есть, да? Есть, да. Надо было взять тоже подругу свою. Кого? Подругу. Ларису? Ага. Работает она? Работает. Ага. Не может. Мамку бы взял, влезли бы. Да, Половал бы. трястись. Почему ты? Там же есть другая дорога. Там просто туда надо болото перейти и там только туда заходить. С той стороны. Можно и с этой, но подниматься к болоту. Так, ты что, много собрал? Я сейчас собрал. Чего? Еще хочешь? Пошел. Хватит. Не корми, не корми. Амур, Потом наглеет. Нельзя. Ну-ка, я потом тебя скину, не? Сейчас я его скидываю, идет без шума, без звука. А потом посмотрю, что у тебя там. Нажал, наверное, на беззвуч. Надо пройти. Ну-ка, Амур, кругом. И ты что не ловили, не сидели. Ну, есть. Вон есть. Это есть, набираем. Вот, куда есть? Опять тупи. Амур. На. Съел. Съел. Иди дальше, вперед. Вон, да, вот так на кочках. Вот на кочках. Клюква, ребята. Лех, пакет собираешь, да? А я что-то чуплышку, банку взял. Тогда тоже сразу пакет достану. Банку рассыпешь, наверное, да? Банку рассыпешь, да. Пакетик взял. Не большенький.
Вот так по ягодке, по ягодке. Крупная, хорошая. Лопается, да, уже. Амур. Иди ищи ухаря. Ищи. Так, друзья, ну что, вот, в общем, на болоте. Вот такое болото. И вот такие кочки. Видите? Между ними проваливаешься. Сыро. Болото есть болото. И вот так на кочках собираешь клюкву. Вот такая ягода. Может, кто не знает, не видел. Растет на болоте. Вот потихоньку будем сейчас с Лехой собирать. Вот так по ягодке. Процесс такой долгий. Кто-то там ковшом, я видел, собирает. Ну, в прямом смысле, ребята. Ковш. Вот где может клюквы много. Болото-то тоже у всех разное. Где-то прямое болото. А здесь, допустим, ну, здесь его не проехать даже ни на чем. 5 литров собрать хватит нам на зиму. Еще с прошлого года осталось немножко. Кочку ищешь, где-то попадается. Ну, хорошая, крупная. Уже лопается местами. Хорошая полянка. Амур, нельзя. Уйди. Уйди, нельзя. Амур. Уйди. Ты зачем все ягоды раздавил? Засранец. Я тебе дам. Уйди. Уйди, сказал. Уйди. Палку сейчас возьму. Сейчас палку возьму, сказал. Хулиган. Уйди, сказал. Не мешай. Где палка у меня, а? Сейчас палку достану. Злодей. Короче, здесь уже побродили. 40 ведер. Засранец не дает, топчет мне ягоды. Пойди. Что-то в этом году слабо, да. Ну, в принципе, что, время-то еще есть. Ты же до самого снега ходишь, да? Помню, в прошлом году уже снег выпал, потом растаял, и все равно ходили. Но до последнего, да. Да ходил здесь, вон. Все хожено. Место найти надо, да, ребята. Видите, все хожено. По ягодке. Вон. Все, кто-то тут ходил. Надо кочку найти нормально. И собирать. По ягодке так тоже. Ну вот тут вон, смотри, Лех, все охожено. Ну я так и потихоньку иду. Ну все, конечно. Да, вон тут все в следах.
траве очень много. Неудобно в траве, конечно. Вот так Мы с видите. Кирковым Толиком уже в этом году 2 раза ездили туда. По ведру взяли, а я-то, у меня тоже где-то 11 литров было. Такое неплохое местечко. Уйди. Уйди. Уйди, сказал. Палку сейчас возьму. Бляха, а? Что делает? Заводига. Леху не трогает. Леха хозяин знает. Гаркнет на него раз и все. Ну, в общем, такая ягодка, ребята. Потом дома сушить. Перебирать. Все равно мусор будет. Как ни крути. Просто стелишь. Сушишь. И замораживаем потом. Компоты. Точнее морс. Очень полезный. Когда простудишься. Зимой после рыбалочки. Очень много витаминов в этой ягоде. Полезно. Опять пришел, а? Я сейчас тебе палку возьму. Амур. Уйди. Уйди, сказал. Уйди. Злодюга, а? Мягкая уже. Кочечка. По ягодке, по жменке. По жменечке вот так. Что, помогаешь мне? Помощник. Помощник, а? Ты больше топчешь ягоду. Молодой. Воды нету. Ну не знаю. Сейчас дожди-то пойдут, может водичка подымется. Хоть чуть-чуть бы поднялась на сантиметров 10, бля. Какая мель, ёбаный рот, я охуел. Я это... Я удивился. Уйди! Куда сюда? Я такую воду, Леха, не помню. Нет, бывает, еще меньше было. Да? Бывает, 10 было. Уйди! Не помню, я лет... Ну да, у меня 10 лет назад-то лодки не было. А можно? Еще. Я-то не ходил. Мешает, но... Палку взял, он не подходит, Леха. Носом поводишь и уйдешь. А палку взял, он сейчас не подходит. Боится. Хитрый. Побрана клюква, конечно, здесь, ребята. Так, потихоньку, помаленьку. Вот так как-то. Пока побаиваться, Петли-то ставил, Лех? А? Петли. нет, не ставил. Не ставил? Я тебя жду, когда ты придешь. А меня? Я думал, стоят у тебя, путик заряженный. Не? Понятно. Что, блядь? У этого 40 дней сейчас будет, блядь, пожалуйста, опять, блядь. Вроде не бухаешь, опять, блядь. Пустыми руками не придешь, придется, блядь. Пару рублей взять, блядь, принести им туда на Широковый день. Ну да, конечно. На поминке-то рыба самое главное. Черные огни. Черные, вон, да, попадаются. Ну-ка, куда? Уже рюкзак нос сует. Начинается болезнь.
Если не украдешь что-нибудь, рюкзака, блядь, не стоит. Пахнет чем-то, но вкусно. Яйцом пахнет. Яйца. Яйца за хлеб. Продукты-то дома есть, Леха? Что? Продукт. А? Ничего. Нету? Ну, заедем потом, возьмем что-нибудь. В магазин. Что потом? Мы куда будем жарить? Или завтра еще сходим? Завтра дождь, Леха, обещает. И сегодня с 10 дождь тоже обещают. О, полянка. Они красные вон собрали, а черные не собрали. Черные люди, когда на солнце, они вообще не видят. А, Вот эти черные вообще не видят. На солнце. а ты руками постоянно собираешь? А как ее? Кто-то говорит, там этот ковшом собирают. А? Ковшом как-то собирают. Ковшом, Да? Я серьезно тебе говорю, вот простой ковшик. Как-то там, ну не такие, наверное, болота. Ну на кочке, если на кочке, да, если крупная, быстро соберешь. Но если В траве, да, она как, в траве, ты его как ты соберешь? Согласен я с Я тобой? двумя руками собираю. Я тоже вон сейчас стараюсь. Я говорю, у меня... Они, блядь, литровые эти, блядь, берут, потом у них падает, потом они второй раз собирают. А я в пакет поставил, и нахуй. Собрал, вон, блядь. Да тут, конечно, тут неудобно ставить даже, слышишь? Рассыпешь сразу. Вон Амур собирает, нахуй. Амур кушает. Выплевывал мне, блядь, рюкзак, блядь. Будь там, блядь. Пускай ест витамины. Желудок себе, блядь, бухает. Блядь, кусок. День может 3 раза пожать, но он уже печал, я уже водил. Или выпустил там у соседа один. Индюков курица, он нахуй за раз, блядь, задушит, честно. Ну, конечно, охотник. Ягодка по ягодке. Что, блядь, что? Да, сука, из рта, блядь, на. С руки берет, блядь. Да, на, с руки вон дам, блядь, слушай, на. А ты супортно, блядь. Там собери, там. Я, блядь, острый нос, нахуй, хитрый, блядь. Рюкзак это быстро небось пиздит, нахуй. Рюкзак охуительно быстро ворует, блядь, я охуел. Воруют, да? Да. Рюкзак вот этот, он же не на замке, он этот, да. Ну. Закидывается. Как умудряется оттуда пакет? Да. Он жиром помазан, замазан, блядь, хрен. Надо приучать, Леха. Как, блядь? На избу возьмешь у кого-нибудь. Мох, нахуй, мох брали, блядь. А вот попробуй, как ты его проучишь, блядь. Я не вижу, уже он готов, уже там вытащил, что нахуй. Как ты мог, блядь, остроносый ебаный. Угу. Вытащил, спиздил и нахуй, что, блядь. В траве, да, он много, блин. Ты не любишь собирать люку? Я ягоды, Леха, вообще не люблю. Какой день? Сегодня? Пятница. Пятница. Вчера автобус, блядь, сломался. Да, я вчера ждал автобус. Не едет, а потом парень едет. Автобус ждешь, я говорю, да. А он, говорит, сломанный. Сломался. Садись, говорит. Колобон вчера ждал, нахуй. Ну, потихоньку так, да. Вон здесь кочка хорошая. Выходи. Курочка. Надо выковыривать ее. Да, правильно ты сказал. Зимние сапоги. Да, ноги мерзнут. Ноги мерзнут, вода холодная. Степан говорит, не мерзнут, но потом привыкнут, потом перестанут ноги. Потом привыкают ноги и перестают ноги. На. Опять дурашься, блядь, уже в рюкзаке. На. Я говорю, чувствую, блядь, а ну. Блядь, сука, прекрати нахуй. Что, блядь, вы голодный уже, кормил, 2 раза уже кормил. 2 раза давал, кушал.
За 10 раз не надо. Лебедь один раз так и все. Так, конечно. Ты же охотничья с собакой. Жирует ты, что у меня. Хорошо это воробьев, волка, сухари приносит. Ванька дает сухари. М. О, фига, связь что ли? Вот как-то так, ребята. Терпения у меня, конечно, не особо много. Ну, для себя можно постараться.
Вот так, ребятки, чуть по чуть, ягодка по ягодке собираем. Кто-то не дает собирать, прыгает. Вот такое болотино небольшое. Амур тут носится. Ну, слава богу, что дождя нету. Как будто бы обещали дождь. Да. Так что нормально. Сыро, да, и вот ноги мерзнут. Правильно, Леха, надо было эти одеть. У меня Эва есть бродни тоже. Потому что ноги самое главное. Да, Амур? Чай пить будем. Что, литра 2 уже есть? Побольше даже. Так, ягодка по ягодке. Много в траве. Вот так приходится выковыривать. Соответственно, не очень удобно. Надо ее доставать прям с травы. Ну и местами получается тоже хожено. Люди ходят. Болото небольшое, люди приезжают. Леха сюда пешком ходит. Вот. Так, гребешь. Ну, я говорю, ребята, мне максимум на 2 часа. У меня терпения не хватает по ягодам. Мама, да, Алена Сергеевна собирает. Быстро собирает, кстати. Тоже люди. Вот кочка, смотрите, какая. Ну, 2 руками побыстрее. Так. Покажу, ребята, процесс. Просто, может, кто и не видел. Сейчас, конечно, клюкву можно и купить в супермаркетах. Проблем ни у кого нету. Пошел, купил замороженную. А вот на северах, где растет она. Кстати, будет интересно, ребят. Напишите. Ну, понятно, что там в Питере там она есть. В Москве, наверное. У кого такой ягоды нету? Кто-то, может, вообще не пробовал на вкус ягоду эту. Будет интересно почитать комментарии. Ладно, чайку попьем с Лехой. Начнем дальше. Нежно, нежно. Пошел. Амур тебе поможет с этим. Он любит помогать. Еще и выльет из тебя. Ну вот. Чайку попили. И веселее стало. Амур, перекур. Перекурчик. Перекурчик. Надо где-нибудь видеть. Ищу кочку. Местами вот такая, ребят, черная попадается. Смотрите. Видите, какая чернющая на кочке. Да, побрали, конечно. Ну, вот так, если не лениться, можно за целый день наковырять что-нибудь. Я так домой немножко хватит. Немножко домой и хватит. Что опять пришел? М?
Че опять пришел? Ты заколебал, ты мешаешь. Амур, я ж тебе покормил. Не дает собирать, а? Хламон. Уйди. Сместились в центр. Смотрите, все исхожено. На окраине там находили немножко, а здесь вот все побрали. Побрали просто тропы. И вот такие пакеты синие, видите? Не знаю, видно. Вот пакет. Вот пачка сидит, там салофан висит. Это специально, чтобы не блудануть. Вот, смотрите, кручусь. Вот видите, ребят. Вот так проползал и все. Без навигатора не выйдешь. Куда идти? Все одинаково. На болоте вот люди теряются, конечно. Я вам вначале сказал, что у нас человек заблудился. Сейчас вот ищут, поисковые группы собрались, ищут. Второй день уже. Дай бог, чтобы, конечно, все хорошо было, блин. Этот все Бармалей за мной ходит. Не дает мне собирать. Ладно, сейчас еще часик. И хорош. Да, Амур? Ну, зараза, где палка моя? Где моя палка? Ой, бля. Он это моя пачка, смотри, да сколько бар. Да? Свободен. Твоя, значит, отметка. А? Твоя отметка, да? Да. Я пачки потом. Значит, говорит, он рыбак, курит он донской табак. Ну, полянка такая. Кочка. Кочка маленькая, смотри, как много, бля. Втроем много. Кочка мелкая, бля, ягод душкуя. Да ты, блядь, пакет не заденешь, что, блядь, не человек, что ли? Обязательно на пакет заденешь. Вот сука. Можно и покушать моего пакета, да? Ну-ка, блядь, ты сука! Я тебе в лоб дам. Огонь. Нормально, ребят. По литров 6. Хапанули. Хватит. Поедем. О! Нормально. О! Можно собирать чуть по чуть. Кислятина. Кислая. Да, Амур? Амур. Подожди. Мох-то не ешь. Бармалей. Вперед. Иди. Центр болота. Вот такие вешки стоят. Чтобы не захворать. Ебать, тут так не туда. Угомониться не может. Андрюха, тут я это не оставлю. Так собирай, что. Да, тут нормально протоптано. Там просто была яма, вот она. Ага. Канава это. Дай мне вот тут. Все, ребят, выходим. Час дня. По 6 литров где-то копанули.
Леха, может, побольше. Ох, путик завален. Сейчас в магазин заедем. Купим что-нибудь. Леха говорит, жрать вообще нечего. Что не возьмем? Посидим у Лехи, пообедаем. Пообщаемся. Телефон надо посмотреть. Что-то с телефоном стало. Дозвониться никак. Мигает как весь. Дождь, блин, обещали. Солнце стало. Как погоде верить, хрен знает. Все, гоним. Ехаем. Поехали, парни. Пол. Ну давай сейчас посмотрим. Давай, давай. Просто по грибам прям едешь, блин. Все грибами. Маслята. Маслят очень много. Все маслята. Че, ты зайдешь, Леха? Тут будешь? А? Тут будешь? Давай. Ну-ну. Здравствуйте. Как торговля? Нормально? Ну и хорошо. Кушаю, да? Вы тоже кушаете? Да. Нет, мы за ягодами ездили. Да. Клюкву собирали, но собрали, да, по литров 7. А мы так, шутя. Сигарет еще, пожалуйста. Ну там этот, как его, крепкие какие-нибудь. Ну, который он курит? Да. Ну, на этом он пойдет. Ну, давай. Да, пару пачек. Угу. Так, 2100. Угу. 200. Видишь, сколько народу прям? Угу. Хорошо же. 4 человека. Нет, хлебный день, похода. Ага. Ну, понятно, что. Все? Заходи. Обязательно. Что там? Да, у нас Долго, да? Есть деньги, так пройдет. Ага, все, спасибо. Хорошей торговли вам. Так, немножко гуманитарочка. Че, гоняет коз, да, Лех? Там же собака у Тамарки. Амур, поехали. Счастье рыбачка, ребят. Моя еще визиточка. А посидим сейчас, пообедаем. Короче, не знаю, почему вот
Звук полный стоит. Мигает, короче, ребята, и... Короче, новый телефон надо. На тебе. Не знаю, что делать. Не же шампанское. Все равно покушай я. Это что это? Брусника. А, брусника с сахаром? Ну сейчас вот делаем. А, А в кармане была. Блядь, тут она приплюнулась тогда. хорошо, как в деревне летом, да? Я, в принципе, сам деревенский, но здесь, конечно, такая деревня намного, ну, по глухоманке. Расстояние недалеко, конечно, от моей деревни. Но здесь прям так. Ну, благо вот магазин подстроили хорошо. А до этого было там такой разваленный магазин, печное отопление. Вот. Ну, заехал пообедать к Лехе, так немножко пообщаться. Кто недавно на канале, наверное, не понимает, что происходит, кто такой Леха. Это мой старый друг. Хотя годами мы разные, но я с ним познакомился, ребят, на реке. Именно на реке. Вот мы встретились на реке и познакомились. Я был пацаном и вот как-то вот, ну это просто друг, да, такой по рыбалке друг. Живет один в таком домике. И как бы с тем расчетом, как бы я бывает, ну, немножко помогаю. Немножко помогаю там продуктами, если есть возможность, конечно. Понятное дело, что как-то были моменты, что там привез, там 2 банки тушенки, 5-10, ребят, но сами понимаете, я тоже как бы не миллионер тут, и у меня семья, и по возможности просто. Я Леху понимаю как человека, но опять же не говорю о том, что все, безвыходная ситуация, да, здесь работы нету, там туда-сюда. Но человек с руками и ногами, как бы, все равно надо как-то двигаться. Вот такие дела. Заехал, посмотрел телефон. Телефон у него почему-то, когда ему звонят, он мигает. И дозвониться до человека никак не получается. Он как бы видит, что ему кто-то звонил, но опять же он там маячок какой-то скинет. Вот. И что-то посмотрел, все в настройках, и громкость, и мелодия, все стоит, что-то не знаю, что случилось. Хотя динамик работает. Небольшая просьба, ребята, так чисто, никаких денег не надо, там, я имею в виду то, что ну, телефон какой-то надо, может, у кого-то завалялся, ребятки, там, знаете, без дела валяется, там, знаете, вот простой, там, черно-белый даже, там, лишь бы, чтобы связь была, потому что, ну, здесь для деревни тоже надо позвонить, там, надо что-то еще. Может, у кого завалялся, ребят, ну, напишите ВКонтакте, вот у вас ссылочки в описании, там, пошлите, как бы, этот, так, чисто, если, ну, кого там не нужно. У меня просто нету, я уже все как бы там, что были, пораздавал там. А покупать тоже там за 2500 там, я не вижу смысла там. Рыжий тут ходит. Ну, в общем, такая тема, ребят. И сейчас заезжал в магазин, нашли все-таки, ребят, пропащего человека. Все хорошо. Не знаю, что произошло, но жив-здоров, все нормально. Все, дома уже, слава богу. Самое главное. Вот. Так, есть много роликов, кстати, когда у Лехи ночевал, вместе на рыбалку ездили. Там, Андрюха с Питера, привет, спасибо, он очень сильно помог Лехе одно время там с одеждой, всякими ништяками, как бы. Вот. Ну, я бывает на Леху тоже ругаюсь, потому что, ну, вот, когда не пьет, как бы все, может двигаться, может делать вещи, тут же клюкву вот собирать, ходить на болото, продавать клюкву там на хлеб, на соль, на чай, на сигареты. Сетюшки ставит там, рыбку тоже продает, там, колыми там, 5-10. Но бывает, что вот по алкоголю, конечно, вот, знаете, там, я, понятно, на хлеб всегда выручу, но на алкоголь для меня как-то это несущественно. Ну, сколько таких деревень, ребята, в нашей
необъятной стране. Сколько людей вот так пропадает. Может быть, как бы и двигались, да, может быть, как-то все равно существовали. Но опять же, вот от того, что нет заработка, люди уезжают, покидают деревни. Раньше же и колхозы были, и все это как-то, все это жило. А сейчас, ну, а таким людям куда уезжать? И вот как-то так. Я представляю, сколько таких заброшек, сколько людей вот так. Ну, люди начинают пить. Опять скажете, взял пузырек. Ну, это так, ребят, чисто. Я взял себе бутылочку шампанского, чисто так, поддержать атмосферу. Погуляли сегодня хорошо, пособрали. Леха говорит, давай до вечера, говорит, останемся. Говорит, что, говорит, там собрали по 6-7 литров. Говорит, что это ни о чем. Я говорю, да мне хватит, Лех. Мне, говорю, хватит. Нам на зиму хватит вполне, как бы, что там ее заготавливать впрок. Ну, приезжай, типа, на денек там. Ну, клюкву можно собирать, да, есть ягодка, ребята. Конечно, хуже намного, но местами кочки прям так четко. Вот. Так что как-то так, ребят. Сейчас посижу часик-два у Лехи. Немножко посидим, пообщаемся. Да поеду. Да? Рыжий, белый. Рыжий. Покушал? Молодец. Леха собрал калину. Такая у него изба таежная. На самом деле изба сетюшки вот эти маленькие. Тут на сети-то рыбалки-то особо нету. Сейчас петли будет ставить. Дичь ловить. Да, Рыжий? Вот у Лехи здесь мастерская такая. Леха занимается на продаже веников. Кого-то, говорит, под заказ сделал, да, и что, не забрали? Да. Леха говорит, Андрюх, забирай, говорит, пока, говорит, не поздно. Возьму у него венчиков немножко. Вот Леха сидит тут, работает. Мастерская у Лехи. Да. Это еще одно, да? Больше нет помещений в этом доме же, да? Там туалет. Там хлеб. Лёха. Привет. С республики Коми, да, Леха? Республики Коми. С глубокой деревни. Глубокой деревни села Воси, деревня Куров, дом 9, Алексей Иванович Путинцев. Вот. Сегодня ходили мы, клюкву собрали немного, литров 6-8, может 8, может 9, не знаю. Мы не меряли. Очень было приятно, посидели, отдохнули, чай попили, собаку выгулял. Ну да. Андрюха привез мне собаку, вот собака уже Большая. бегает, уже большая, ну года еще нету, но все равно. Что, всем крепкого здоровья пожелаем, да? Всем крепкого здоровья. Не, по коме, Лех, надо сказать. Вкусным да бушут. Все это, да? Да, Так, коротко и ясно. коротко и ясно. Вкусным и бушут. Понятно. Ну вот, братцы, что, выезжаем напрямую на деревне. По краям такой листопад уже, все. Тут уже местами-то, смотрю, уже осина вся опала. Ну, такой выезд получился. Леха отдал, кстати, свою клюкву, получается, везу, ребятки, литров 15, наверное, домой. Плюс-минус. Говорит, забираю, Андрюх, что? Раз приехал. Веников надавал. Целую сумку, короче. Не знаю, там веников 15, наверное, дал. Что-то здесь оставлю, что-то домой отвезу. Ну, париться любим. Ну, у него заказ был. Никто не забрал. Че, говорит, все равно пропадут. Вот такой, ребят, такое видео. Ну, в большей степени с Лехой повидался, конечно. Нормально, позитивчик. Молодец. Не гасится душой. Самое главное. Нашли человека, который заблудился. Тоже рад. Соответственно, как бы уже неплохо день прошел. Ладно, братва, на дому, до хаты. Такое видео. Ставьте комментарии. Ставьте пальчик в воздух.
Ну и по поводу Лехи не забудьте, ребят. Так, чисто от души. Все, давайте связь. А я полетел потихоньку.